السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Хвала Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, который одарил нас своими несметными благами, довел нас до этого священного месяца Рамадан и позволил нам проводить этот месяц в поклонении, в посте, в намазах и во всех угодных Ему делах. И сегодня сделаем толкование сегодня читать в Таравих. Сегодня 19-я ночь. Сейчас 17-я ночь у нас, да? Сегодня у нас 17-я ночь, и мы начнем читать из Корана 18-й джуз. Мы идем с опережением. Почему? Потому что в этом году у нас Рамадан 29 дней, а джузов в Коране сколько? 30. Значит, у нас будет таравихов 29, а джузов в Коране 30. Вот, и из-за этого, да, Халиль Хазрат, альхамдулилля, он уже опередил, на один джуз добавил. И поэтому у нас сегодня 17-я ночь, а мы начнем читать уже 18-й джуз. Джуз — это у нас 20 страниц из Корана. И начнем мы сегодня, иншаллах, наш таравих с суры Аль-Му'минун, верующие. Аль-Му'минун — верующие, которые обладают иманом, верой во Всевышнего Аллаха. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Всевышний Аллах говорит: «Кад афлахаль му'минун». Воистину преуспели аль-му'минун, верующие. Афляха — преуспели. Успех. Что такое успех? Это достижение желаемой цели. А какова цель у верующих людей? Это довольство Всевышнего Аллаха, Его милость, Его помощь в этом мире и прощение Его и милосердие в жизни в следующей, в судный день. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: так вот же, верующие, они непременно преуспели, то есть они достигли своей цели, к которой они стремятся. Благословение Всевышнего в этой мирской жизни и милость Его и прощение в следующей жизни. Аль-Му'минун — верующие, которые, и далее Всевышний Аллах перечисляет качества этих верующих, которые преуспеют и достигнут желаемой цели, которые достигнут фалях. И первое качество верующих людей, которые преуспеют в обоих мирах: аллазина хум фи салатихим хаши'ун. Они смиренны в своих молитвах, намазах. Первое качество, которое указал Всевышний Аллах: они, верующие, смиренны в своих молитвах. Хушур — смиренность, или же страх и боязнь перед Всевышним Аллахом. Смиренность в намазе. Что это такое? Это, как ученые сказали, чувствовать себя стоящим перед Всевышним Аллахом и чувствовать, что Он видит тебя, слышит тебя и знает все о тебе. Это хушур называется, смиренность. И это самая сложная часть в намазе.
и то, чем намаз стоит выше остальных поклонений. Ведь если поклонение мы увидим, что намаз, он не сложен по сравнению. Пост держать куда сложнее, чем читать намаз. Что видно? Особенно в жаркие, долгие дни. Или же хадж, паломничество. Это тоже трудное испытание, трудное поклонение. Кто там был, он знает. Или другие обряды, другие поклонения, закат, милостыня. Это имущество, которое ты должен от своего сердца оторвать, потому что его своими усилиями, потом, скажем, добыл, и ты должен его отдать, возможно, даже абсолютно незнакомому тебе человеку, не брать ничего взамен за это. Это тоже тяжело. Однако намаз, он не требует никаких финансовых затрат, никаких сложных физических усилий. Но несмотря на это, намаз стоит превыше всех остальных поклонений. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислял столпы ислама, первое он сказал, это «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», и второе сразу после этого намаз. И в судный день самое первое, о чем будет спрошен человек, это его намаз. Так вот же намаз, он легок снаружи. Однако вся его сложность – это именно в смиренности. Это способность во время намаза не отвлекаться ни на какие другие действия и мысли, а полностью сосредоточиться на том, что ты читаешь в намазе, вникать в смысл тех сур и аятов, а также дуа и мольбы и зикры, которые произносятся в намазе. Своими чувствами следовать за этими аятами. Если идут аяты устрашения, то проникаться страхом. Если идут аяты надежды, то проникаться надеждой на милость Всевышнего Аллаха. И при этом никаких других мыслей не должно быть. Ни работа, ни семья, ни погода, ни одежда, ни еда. Ничто его не беспокоит смиренного человека. Он на намаз встал, он полностью забыл этот мир. Конечно же, это состояние достичь не так просто. Особенно, когда человек не понимает, что он читает. И это большое упущение. Поэтому некоторые ученые сказали, что изучение арабского языка – это обязательство каждого верующего. В первую очередь, умение читать по-арабски в оригинале с правильным произнесением букв – это обязательство каждого. Потому что с транскрипцией чтения – это не чтение, это лишь временная дозволенность, пока человек только учится намаз читать. Однако он обязательно должен учиться по-арабски читать, потому что Коран был ниспослан на арабском языке. И кто будет изучать арабский, он увидит, что неправильное произношение хотя бы одной буквы может кардинально изменить смысл Корана и тем самым привести к недействительности намаза человека, который он читает. Поэтому умение читать по-арабски – это обязательство каждого верующего. Ведь каждый верующий мусульманин должен обладать религиозным знанием в той мере, которая поможет ему полноценно и без ошибок выполнять обязательства, возложенные на него. Достиг он возраста чтения намаза, он должен знать все о намазе, чтобы не ошибаться. Появилось у него имущество, достаточное для выплаты заката, он должен изучить этот вопрос и обладать знанием об этом, чтобы не ошибаться в этом вопросе и так далее. И в намазе, чтобы достичь хушуа, смиренности, самый первый шаг – это, несомненно, понимание того, что ты читаешь. Каждое слово, каждый аят, каждая сура, в них заложен глубочайший смысл. Каждое слово имеет свою особенность. Коран, он уникален и богат на разные сравнения, на разные эпитеты.
Однако, когда человек не понимает этого, то ему сложно сохранить смиренность. Сложно воздержаться от разных мыслей, которые его посещают. Поэтому каждый должен взять арабский язык и изучить его. И в этом нет ничего сложного, джамаат. В этом нет ничего сложного, будь только желание и стремление. Этому можно научиться в любом возрасте. И касательно смиренности, мы можем лишь некоторые советы также еще дать, чтобы достичь этой смиренности в намазе. Мы сказали, первое, конечно, это понимание, что ты читаешь. Если арабским языком не владеешь, хотя бы прочитать толкование тафсир на русском или на татарском языке этих аятов и сур, которые ты будешь читать. Например, сегодня мы читаем Таравих, 18 джуз. Перед тем, как прийти на Таравих, если прочитаешь толкование, перевод, то уже на намазе ты хотя бы будешь воспроизводить тот смысл, который ты прочитал сегодня. Это, конечно, будет лучше, чем дурные мысли, разного рода мысли о мирском и о другом, которые тебя посещают. Второй совет для достижения смиренности в намазе – это закончить все дела, которые тебя могут отвлечь во время намаза. Закончить все дела, которые тебя могут отвлечь во время намаза. Хочешь есть? Голоден? Или жажда тебя мучает? Сходи, поешь или сходи, попей. Иначе ты будешь на намазе думать об этом. Хочешь справить нужду? В туалет надо сходить? Сходи, а потом встань на намаз. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам так и сказал: если кого-то одолевает нужда, пусть он не встает на намаз, пусть сначала справит нужду. И ждешь какой-то важный звонок, секунды на секунду, вот-вот должны позвонить, дождись, а потом поговори, а потом встань на намаз. Иначе ты на намазе будешь постоянно об этом думать. То есть самое важное перед тем, как на намаз встать, чтобы приблизиться к смиренности, это убрать все, что может тебя отвлечь во время намаза. И тут важно упомянуть, конечно же, и телефоны в наше время. Телефон. Встаешь на намаз, выключи его и поставь на беззвучный режим. Ведь ты знаешь, что он может тебя отвлечь. А если ты в большом помещении в мечети, то он отвлечет не только тебя, но и всех остальных людей, которые... И он не просто отвлечет, он еще внушит в сердца людей злобу в отношении тебя. Это мы уже видим. Да? Человек, он приходит на намаз, чтобы читать его смиренным, и тут начинает звенеть телефон. И самое удивительное еще люди, которые оставляют этот телефон где-нибудь вдалеке на подоконнике. Он сам встал на намаз, первый-второй ряд, а подоконник у него в самом конце мечети, на другом конце. Телефон. И звенит потом во время намаза. Это, братья, серьезное упущение, серьезная ошибка. Такие недостатки не должны быть у нас. Это простейшие действия, которые должен совершать человек перед тем, как встать на намаз, чтобы на намазе не отвлекаться и достичь этой смиренности. Значит, первое качество верующих мусульман, которые преуспеют и достигнут своей цели в обоих мирах, это смиренность в намазе. Второе, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. И они отстраняются от лягу. Что такое лягу? Это ложные, греховные, ненужные речи, высказывания. Ненужные, бесполезные, в том числе греховные, такие как сплетни, злословие, за спиной что-то говорить, дурные слова. Этого всего сторонится верующий человек.
Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам также сказал: «Ман кана ю'мину биллахи валь йаумил ахир, фальякуль хайран ау лиясмут». Кто из вас верует в Аллаха и в следующую жизнь, пусть говорит благое или молчит. И вот верующие, они отстраняются от всего дурного, бесполезного и ложного в речах. Сюда же некоторые ученые сказали, это касается не только слов, но и всех всевозможных грехов, ведь это все является заблуждением и ложью, начиная от ширка, язычества и многобожия, и заканчивая всеми остальными запретами Всевышнего Аллаха. И верующие сторонятся этого. И касательно речей, касательно слов, хотелось бы подметить, что человек, сторонящийся, он в первую очередь, конечно же, бережет свой собственный язык. Однако порой куда сложнее отстраниться от человека, который при тебе говорит эти греховные слова. Возможно, ты сам не обсуждаешь никого и не сплетничаешь, но когда, если рядом с тобой твой близкий, друг, родственник начнет кого-то обсуждать и сплетничать, очень сложно сказать ему: прекрати, давай не будем вдаваться в сплетни. Ведь шайтан запугивает, человек боится, думает испортить отношения, сделаешь ему замечание, и ему не понравится, оно и должно не понравиться. Ведь этот человек перед тобой совершает ужасные действия, сплетни и обсуждение других людей, твоих братьев. И вот тот верующий, он должен, получается, не только свою речь беречь, но и если есть какое-то общество, друзья, которые ты знаешь, что пойдешь к ним, ничего полезного, хорошего не услышишь, верующие отстраняются от них и ищут лучшие места. Третье качество – وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. И они те, которые совершают закат. Здесь следует небольшое пояснение дать. Закат, мы знаем, что такое закат. Это обязательная милостыня, когда у человека имущество достигает определенного размера, нисаб. У нас в этом году уже больше 450 тысяч. Если человек, да, если не ошибаюсь, 420-450 тысяч, можно посмотреть. Если у человека имущество достигло этого размера и в течение года не уменьшалось, то по окончании года он обязан выплатить милостыню. Закат называется. 2,5% от общего имущества в адрес нуждающихся и бедных. Это имущество не выдается на строительство мечетей, на строительство медресе, на ифтары или еще что-то. Нет. Это адресное пожертвование категориям, 8 категориям людей, которые упомянуты в Коране. Да. И все из них, 7 из которых, они все обязательно должны быть нуждающимся. Лично им в руки это дается, и человек бедный сам, как хочет, этим имуществом имеет право распоряжаться. Так вот же, это закат. Однако закат был вменен в обязанности лишь на второй год после переселения, после хиджры. А эта сура, то есть в Медине, а эта сура Аль-Му'минун, она была ниспослана в Мекке. И здесь Аллах говорит: «Валладина хум лиззакати фа'илун», и они совершают закат. О каком же закате здесь идет речь? Сура была ниспослана в Мекке еще до переселения. А закат, который мы сказали, 2,5% обязательно от общего имущества, он был вменен в обязанность только после 2 лет жизни в Медине. Вот ученые говорят, что здесь под закатом подразумевается
первую очередь очищение от дурных качеств, очищение души и сердца. Ведь в сердце каждого человека, в душе есть пороки, зависть, злоба, самообольщение, высокомерие. Ужасное бедствие высокомерия. И это приходится наблюдать, к сожалению. Даже в месяц Рамадан мы это видим. Человек, например, в мечеть пришел, или в мечеть заходит. Даже у входа в мечеть у нас стоит наш брат Рустам, который следит за порядком. И вот кто-то, приходя в мечеть, оставляет свою обувь у входа. И когда Рустам ему говорит замечание: брат, возьми, пожалуйста, обувь, спусти в гардероб, человек начинает пререкаться, спорить, злиться. Так вот это не что иное, как высокомерие, дорогие братья. Это ничего другого нет. Это в сердце человека высокомерие. Все спускают, но он особенный. Ему нельзя делать замечания. Или во время намаза у нас, да, мы же правила определенные обсудили касательно разговоров во время намаза, да, на перерывах, или же сидение в телефоне в молельном зале и так далее. И когда к человеку подходят, говорят: брат, иди спустись вниз, пожалуйста, мечеть, там поговори, там свои дела сделай, а не сиди здесь в молельном зале, других не отвлекай. И тут ему не нравится. И он здесь начинает пререкаться, спорить начинает. Так это и есть не что иное, как высокомерие. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал о высокомерии? Не почувствует запах рая тот, в сердце которого есть высокомерие, весом в пылинку. Весом в пылинку. Так же, дорогие братья, сегодня взяли мы 3 качества. И в суре, сегодня в намазе Таравих, иншааллах, эти аяты мы с вами услышим в первом же ракаате. «Кад афляха аль-му'минун», преуспели верующие, «алладина хум фи салатихим хаши'ун», которые смиренны в своих намазах, «валладина хум анил лахви му'ридун», которые отстраняются от всего ложного и дурного в словах и делах, «валладина хум лиззакати фа'илун», и которые совершают закат, очищение души и также очищение посредством милостыни и садака. На этом завершим, иншаллах, уже азан. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.